Совещание с активом города глава администрации Сибая начал с информации о деятельности Дома молодежи «Мир». Как известно, свою работу в качестве кинотеатра он прекратил в первой половине 2016 года. Затем здание было передано в ведение отдела молодежи. И вот теперь оно находится на балансе отдела культуры. Здесь уже проведена реконструкция сцены, что значительно повысило функциональность зала. Вот сегодня первое мероприятие официальное. Завтра будет встреча с представителем ветеранов, коллективов города. Будет небольшой концерт для них, поэтому вот таким образом он начинает работать. Обычно мы, когда масштабно руководителей собирали центр детского творчества, там идет учебное мероприятие, занятия, весь городские дети там, а там мы всегда мешали. А в зале администрации мы не вмещаемся в таком количестве, поэтому вот у нас для общественных мероприятий тоже зал появляется. Но, как отметил глава города, здание в первую очередь предназначается для молодежи. Сюда переведены некоторые объединения, работавшие на базе подростковых клубов. Арендовать помещения будут представители детской школы искусств, у которых нет своего зала. Сюда на репетиции будут приходить музыканты инструментального ансамбля джазовой музыки, которые долгое время не могли найти себе место для творчества. Оборудование кинотеатра планируется сохранить для показа фильмов и мультфильмов, особенно в каникулярное время. Планов много, тем более, что в скором времени по соседству со зданием развернется целый игровой парк, так как наш город выиграл грант от фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». После краткого ознакомления с последними новостями из жизни Дома молодежи актив города приступил к обсуждению насущных вопросов. О ситуации с воинским учетом и бронированием граждан, находящихся в запасе, доложил военный комиссар по городу Сибая Хайбулинскому району Ринат Забиров. Лучший показатель по воинскому учету и бронированию в 2016 году в следующих организациях – это Сибайский почтамт, филиал Почты России, начальник Гайсина Лилия Флюровна, Сибайская коррекционная школа для обучающихся с ограниченными возможностями, директор Магоманов Шафик Юсупович, и муниципальное бюджетное учреждение, отдел культуры, администрации городского округа города Сибай, начальник Киреева Елена Гумеровна. Данные организации, соответственно, заняли 1, 2, 3 места в городском конкурсе на лучшее состояние воинского учета и бронирования. Также были названы предприятия, которые не смогли организовать работу в этом направлении должным образом. На исправление ситуации им отведен месяц, после чего, как отметил глава администрации, разговор будет вестись уже другой. Ситуацию в мире, вокруг России, вы прекрасно понимаете. Внимание этому вопросу будет больше и острее. Заместитель главы администрации по экономике Наиль Халиуллин в своем докладе отметил, как в нашем городе обстоят дела с миграцией населения. По состоянию на 1 января 2017 года, по данным Башстата, миграционный убыль населения у нас составил 625 человек. Из них в трудоспособном возрасте 528 или 84%. Выбыли, которые у нас в связи с учебой 355 человек, в связи с работой 115 человек, возвращение к прежнему месту жительства 153 человека, несоответствие природно-климатическим условиям, всего 7 человек. Причины личного семейного характера, это, конечно, у нас, можно сказать, здесь большинство, это 209. Иные причины и тому подобное, не указавшиеся причины тоже есть. Большая часть миграционного оттока возникла в связи с миграцией внутри нашей республики. Кроме того, большим минусом стало закрытие Сибайского филиала Башкирского государственного аграрного университета и сокращение мест в Сибайском институте БГУ. Из-за этого город потерял сотни людей. Между тем, проблемой на сегодняшний день является тот факт, что, уезжая учиться в другие города, граждане снимаются с учета. В то время как студенты, приезжающие учиться в Сибай, не имеют городской прописки, что в итоге и дает миграционный отток. Эту ситуацию, как отметил Халид Сулейманов, нужно срочно исправлять. В связи с этим было принято специальное постановление, и работа в этом направлении уже ведется и есть положительные сдвиги. Третьим вопросом повестки совещания актива города стала противопаводковая ситуация. Многие горожане были обеспокоены резким снижением уровня воды в реке Туяляс. Эту ситуацию прокомментировал первый заместитель главы администрации Ильфат Сафин. Снег у нас сошел. У нас только на юго-восточных склонах запас снега составляет 10%, и на северо-западных склонах 37% составляет содержание снега. И в качестве объявления хотел бы сказать, что на нашем водопропускном устройстве гидроузла «Худолаз» сибайским филиалом ООО «УГОК» на 4 апреля был произведен ремонт, Шандор, и в связи с этим
понизили уровень воды в пруду до 82 сантиметра. Но на сегодняшний день у нас на 17 апреля составляет 2,5 метра. Значит, набор воды будет. Так что там уже вопрос задавали садоводы, что в этом году воды не будет. Вода будет. Значит, объем воды он восполнится за счет паводковых вод, которые будут в этом году. Была озвучена информация и по капитальному ремонту. В нынешнем году ему подвергнутся 17 многоэтажных жилых домов. На эти цели будет направлено 56 миллионов рублей. Продолжится строительство социального и коммерческого жилья. В настоящий момент на уровне республики решается вопрос с созданием бывшей гостиницы «Сибай». Если все сложится удачно, помещение планируется реконструировать и предоставить работникам бюджетной сферы города. Что касается здания филармонии, на сегодняшний день завершены проектные работы и получены положительные заключения госэкспертизы по реконструкции архитектурной части. В нынешнем году из бюджета республики на ремонт здания будет выделено 100 миллионов рублей. Далее с докладом о проведении экологических субботников выступил директор МБУ ЖКХ Рашид Маликов. В городе очень много различных предприятий, магазинов, расположенных на красной линии и на внутриквартальных территориях. Но на субботники выходят не все. Или уходят для галочки. А ведь именно внешний вид предприятия говорит о том, как владелец относится к своим посетителям, уважает их или нет. Предприятия, которые стоят закрытыми, также игнорируют, ссылаясь на то, что они не работают. Несмотря на то, что за каждым предприятием есть собственник, и он обязан в соответствии с правилами благоустройства городов и районов, да и вообще, как гражданин нашего города, обязан выходить и наводить порядок прилегающей территории. В этом сезоне управлением ЖКХ планируется приобрести более 50 тысяч корней рассады для высадки в городские клумбы. Площадь посадки ежегодно растет. Во многом это удается сделать за счет спонсорской помощи. Рашид Маликов призвал всех руководителей последовать такому примеру и, в свою очередь, сажать побольше цветов на своей территории. С сегодняшнего дня работники у ЖКХ приступили к посадке деревьев. В нынешнем году планируется посадить 130 корней рябины и сосны. Практика показала, что упор нужно делать не на количество, а на качество. Деревьев будет посажено меньше, но уход за ними будет более тщательный, что должно обеспечить хорошую приживаемость. На совещании актива также были обсуждены майские праздники и ход подготовки к ним. Горожан ожидает интересная и насыщенная программа, в том числе и много новых для нашего города мероприятий. Завершение же апреля для нашего города знаменуется большим спортивным событием – легкоатлетическим забегом «Аструм-Сибайский полумарафон», который пройдет по инициативе общественной организации «Вперед, Сибай». Полумарафон пройдет по центральным улицам города, проспекта Горняков и улицы Ленина. По следующим дистанциям: 21 километр 98 метров, 10 километров и 2 километра. Старт и финиш на центральной площади. Торжественное открытие в 11:20. Будет организована концертная программа. На сегодняшний день уже зарегистрировано более 400 участников из 57 городов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Среди участников депутат Государственной Думы Байкускаров Зариф Закирович, депутаты Совета городского округа город Сибай, спортсмены, артисты и актеры Российской Федерации и Республики Башкортостан. Пользуясь случаем, приглашаем вас принять активное участие в Аструм-Сибайском полумарафоне. Для участия в марафоне осталось менее 140 мест, так что тем, кто хочет приобщиться к большому спортивному событию, необходимо поторопиться и пройти регистрацию на сайте sibay.ran. Лена Кириллова, Олег Кадыров, Любовь Карпова для службы новостей.